Одинокий каменный стражник Асиновского ущелья веками охранял покой всех обитателей окрестных аулов. Сегодня в долине реки Аса, внизу от башни Земгала, можно встретить разве что редкого туриста, либо местных жителей, приехавших на пикник. Тем интереснее осилить эту непростую дорогу, чтобы увидеть прекрасные панорамы горного ущелья. Всегда до подъезда, уже до подхода уже в Фуртогу, то есть башенному комплексу уже в этом ущелье всегда находились уже Ингурские ворота. Ингурские ворота, как многие говорят, типа Галгайнарти, Ингурские ворота, и также ворота Дзурзуков. И при подходе к этому посту всегда уже находились на возвышенности дозорной башни. Вот как раз таки мы идем к одному из них. Как известно, как мы видим сейчас, уже дорога не совсем уже удобная, не для посещения уже такого массового туриста, но опять же одного-второго такого заурядного такого туриста, который уже хочет изучить, увидеть что-то большее, его можно сюда уже привезти, но посезонно. Дорога к башне протяженностью почти в 2 километра, но уклон весьма крутой, поэтому нужно беречь силы. Человеку без физической подготовки будет непросто пройти этот маршрут. Не очень сложно, фактически вообще не сложно, потому что здесь проходила древняя дорога, она поднимается высоко в горы, где находятся наскальные укрепления. Мы сейчас сворачиваем с этого маршрута и уходим на башню Земгала. Сторожевую башню, где сидела стража, которая менялась, они охраняли вход в горную Ингушетию. Паспортизированных маршрутов в Джейрахском и Сунжинском районах уже больше 3 десятков. Этот список пополняется с каждым выездом Комитета по туризму региона для поиска новых перспективных направлений. Сохранность башни, конечно же, вызывает большие вопросы, но опять-таки мы сюда пришли не для того, чтобы архитектурные ансамбли в большом количестве увидеть, их в Джейрахском районе вполне достаточно, а для того, чтобы одно из звеньев цепи сторожевых укреплений Горной Ингушетии наглядно увидеть. Я думаю, в последующем среди туристов данная локация может в перспективе быть достаточно популярной. Задача наша же состоит в том, чтобы паспортизацией этого маршрута заняться, немного его благоустроить, чтобы спокойно можно было как подняться, так и спуститься. И я думаю, можно будет сюда водить уже туристические группы, опять-таки, только тех, кто хорошо подготовлен. А этой задачей уже в основном специализируются наши гиды, которые разбираются, кто, какой турист, куда может добраться спокойно. Башня Земгала расположена на горном гребне с одноименным названием. Этимология слова «зем» говорит сама за себя. Это была наблюдательная башня. В прошлом она имела важное стратегическое значение. Мне бы хотелось, чтобы туризм у гостей нашего региона ассоциировался не только с Джейрахским районом, но и с Сунжинским, потому что у нас очень много локаций есть, которые можно в Сунжинском районе посетить, опять-таки без предъявления паспорта, потому что Сунжинский район в пограничную зону не входит, это есть хорошо, мне кажется. Что касается сегодняшнего нашего маршрута, он будет внесен также в перечень наших паспортизированных маршрутов по горной и предгорной Ингушетии, отнесем его, разумеется, к Сунжинскому району, постараемся тропу в ближайшее время маркировкой заняться и указатели повесить, чтобы было как ориентироваться. И я думаю, востребованностью этот маршрут будет пользоваться, потому что он, не сказать, что на любителя, но в уединенности от людских глаз и от цивилизации ты 100% сможешь здесь побыть. Рекомендуемое время для прохождения маршрута – лето и ранняя осень. До начала сезона дождей тропу относительно легко можно пройти при должной подготовке. Тамара Хшагульгова, Тамерлан Хамхоев, Муслим Арчаков, Магаз 24.